Сердце выдержит все, сквозь любые пройдет испытания, постарается выйти без потерь из любых передряг. И взамен, не прося ни любви, ни покоя, ни званий, будет мудро, размеренно, чутко выстукивать такт. Эти проникновенные строки принадлежат нашей сегодняшней героине Елене Меркурьевне Григорьевой, в поэтических кругах Лене Меркурьевой. Слышать и слушать свое сердце с самого раннего детства ее учили родители, особенно мама, учитель по призванию. Также слышать биение сердца научила нашу героиню природа, родные оленёкские просторы. А на севере дальнем есть река под названием удивительным, нежным река Оленек. Вдоль по тундре бескрайней, понад грунтами скальными, в край безмолвия снежного свои воды несет. Для тебя, Оленек, лишь название на карте, змейка тонкая, синяя на просторах земных, и тебе не понять, если ты не романтик этой северной, дикой, неземной красоты. В край далекий уеду, там за кругом полярным, под сиянием северным, в плену тишины, мое детство осталось на белой окраине, необъятной, могучей, великой страны. Там река Оленек, моя родина малая, плач мой, песня моя. В основном, наверное, стихи об утратах. Про Оленек я написала, когда я уехала оттуда. Это, видимо, в тоске. Писала стихи о любви после расставаний. Очень много стихов у меня друзьям посвященные, которые ушли в мир иной. И все меньше звонков от друзей и подруг. Жизнь рисует кривой, странный замкнутый круг. Бесконечная цепь бестолковых забот, неразгаданных тайн и проблем хоровод. Верных плеч стало меньше, надежных нет рук, стало больше намного потерь и разлук. С каждым днем замедляется времени ход. Любопытно узнать, каким будет исход. Потом начала писать, наверное, когда уже в декрете сидела с первым ребенком. Дышат тихо, в унисон, птицы трепетные две красавицы, две дочки. Снится им волшебный сон и струится лунный свет. Спят и видят, как крылом ангел в темной синеве рассыпает звезды, точки, и вселенная ковром, да и жизнь целый век. Ну и вторую брошюрку я выпустила. Это мы с мужем решили, что в поддержку бойцов СВО, которые на СВО, давай сделаем книжку. Ну, как бы отобрала более такие мотивирующие стихи. Составили сборник, выпустили небольшим тиражом и сдали тоже, чтобы отправили. Я верю якутским мужчинам, живущим без громких фраз, немногословным, сильным, с умным прищуром глаз. Мне нравится их спокойствие, уверенность в завтрашнем дне. Им, как немногим свойственно, разум сберечь в огне. Надежен якутский мужчина, быть может, немного груб, но брань без нужды, без причины дурной не сорвется с губ. Умен от природы, практичен, он выживет в диких лесах, со зверем вернется и дичью, забыв про усталость и страх. Настырный саха, упертый, до сути дойдет до конца, как с детства по насту твердому он шел по следам отца. А потом уже я ее повторила для тех мужчин, которые здесь. Они говорят, а почему только туда, давайте нам сюда. Ну вот я тоже повторила такую же оранжевую книжечку. Стихи нравились, да, вот, видимо, ритмика, мелодика стихов очень нравилась. По дороге домой я могла сочинять. Идешь ритмично, и вот этот вот ритм, скрип снега, хруст, вот это вот все помогает тебе. Нравилось декламировать. Когда в школе нас всегда же не было, я не ходила на кружок выразительного чтения, там чего-то такого. Просто на мероприятия собирали детей, которые громко говорят, правильно говорят, и заставляли их читать стихи. И вот агитбригады всякие, да, и нас тренировали.
Нас действительно муштровали. И действительно, вот это, оказывается, были уроки риторики. Насколько я сейчас понимаю, да, как стоять, как дышать, куда при этом взгляд, открыть глаз, опустить глаз. Вот это вот все, они нас, и сценическое как бы поведение, это все прививалось в школе этим учителями. В советское время же всякие собрания, все эти приветствия учеников, учащихся, пионеров, да, торжественные всякие, да. И ее брали в 4 года стихотворение читать. Я смотрю, в клубе на каком-то собрании мой ребенок читает: наша мама трактористка, поле трудится она. Довольно-таки длинное стихотворение прочитала. И учителя говорят: ой, какая она. Наши школьники такого не выучат. Мне коллега моя по школе говорит, ей 4 года было. Они говорят, твоя Аленка читать умеет? А я говорю, я и не знаю. И ее в садике называют умная девочка. Умная девочка все время на нее. И она им какие-то сказки или что-то читала. Потом я говорю, пойду-ка я домой вечером проверю. И смотрю, она по слогам читает. Потом я кое-что объяснила, и она пошла, все сама стала читать. Ну, к тому времени у меня старшая сестра-то уже школьница была. Ну, я подсматривала. Когда она делала уроки, я стояла рядом и любила слушать, как она занимается, буквы какие-то. Ходила, спрашивала, выписывала буковку и ходила, всех доставала. Какая это буква, как произносит. Ну, видимо, как-то научилась читать. А в садике воспитатели практиковали, что вот, ну, Алена сейчас сядет, прочитает вам книжку. Садили меня на стульчик, сами да, тогда шли, видимо, как-то не было. Да, я сидела детям читать книги. И, видимо, меня слишком часто заставляли, мне уже не хотелось ходить в садик. Она ходила в библиотеку районную, книжки одалживала, дома читала. Один раз прихожу, она лежит на кресле и наизусть учит стихотворение. Как-то она правильно, как-то учит, смотрит строчки, повторяет, потом опять смотрит. Это на старших она насмотрелась, видимо. У нас очень большая библиотека дома. Много книг. Это мы с мужем вообще книголюбы были. Вот все подряд читали, все подряд покупали. Все подряд хранили. Вся стена. До этого года у меня все эти книги были. Я по библиотекам все подарила, и по знакомым тоже. Жалко было, конечно, моих книг, очень люблю их. И потом у нас была книга Агнии Барто. И мы ей как-то стихи читали. Потом она маленькая, кое-как говорит: мама, а книга Барто дай. Агния, она думает, книга. А книга Барто дай. И заставляла всех читать. Что она понимала, чего не понимала, я не знаю, но тягу оттуда. А с 4 лет уже сама начала читать. Культ книг было. Прямо как мы со студенческих лет мы с Меркурием все собирали книги. Везде, где смотрим, что все покупаем. Кто много читает, тот много знает. Кто много читает, тот грамотный. Поэтому вот дети все мои, все образованные, все получили высшее образование, и внуки тоже пошли с образованием, чем я довольна. В семье 3 золотых медалиста. Очень горжусь. Вот Алена, она первая в Оленьке, самая первая золотая медалистка Оленевской средней школы и Оленевского района. Так что у меня мой труд семейный не пропал даром. Воспитание было строгое, конечно. Может, иногда слишком строго воспитывала, может быть. В Оленевской средней школе я и так проработала 52 года. Дольше всего работала. Там мне даже сертификат дали. Золотой фонд школы. Ну, работала, конечно, в разных условиях очень. И коллектив у меня был очень хороший. Я им очень благодарна. И потом работала со всеми своими учениками, которые стали учителями. Мне комфортно было вообще в Оленьке работать.
везде свои дети, всех знаю. Вот в этом плане очень, очень хорошо. Я ничего, никаких забот не знала. Я им всем очень благодарна. Я хвостиком ходила за мамой, особенно когда она работала директором школы. Это надо было и днем, и ночью сопровождать ее, потому что объектов было много. Она делала обходы после работы, заглядывала за каждую батарею в поисках сухой бумажки, которая, не дай бог, загорится, не дай бог, что-то включено. Проверь в этом классе, проверь в том классе. Мы пока не облазим всю школу, мы не идем домой. Ночью она меня будет, я без вопросов встаю, одеваюсь, ее жду. Мы идем куда-то в котельную, потому что маме показалось, что дым какой-то стал тонкий или пропал. Сейчас школа замерзнет. Пошли. В 3 часа ночи мы идем в эту котельную. Действительно находим там не совсем здоровых кочегаров, которые спят здоровым сном. При этом печь, она уже знает, что там давление, стрелка куда-то упала. Неси дрова, тащим какие-то дрова, пихаем в эту печку, растапливаем, ждем, когда нам отправят других кочегаров. Ну вот такое вот было всегда. Поэтому у меня сейчас, наверное, такая профдеформация ребенка, выросшего у ответственной мамы. Я когда иду, я обязательно поправляю все коврики в торговых центрах. Я поднимаю бумажки, и даже идя по Московской улице, на что муж очень сердится. Я говорю, ну как, красивый город, как может, говорю, фантик лежать, говорю, на асфальте. Давай, говорю, поднимем, выбросим. Вот это вот немножко у меня, я замечаю, что это от мамы. Всему, что я знаю в жизни, всему, чему я научилась, это все равно все благодаря маме, потому что она у нас такой бдительный товарищ, видимо. Она нас никогда из поля зрения не выпускала. Всегда мы у нее трудились. Даже когда у меня, помню, что-то заболело, мне было очень плохо, мне все время хотелось сидеть. У меня, видимо, гепатитом, когда заболела, да, тяжесть была. И у нас была стирка домашняя. Она меня ругала, говорит, не ленись, стираем. Мы это все перестирали. Я потом попала в больницу. Но при этом то, что я заболела, вычислили. Это было когда с аппендицитом. С аппендицитом, значит, да? Аппендикс мне вырезали. С гепатитом, например, меня тоже вычислил одноклассник. Он подвел меня, Максим Галюза, подвел меня к окошку, говорит, смотрел мои склеры, ногти проверил. Это было в 8 классе, да, или в 9 классе. 9. Такой толковый мальчик. Он потом, кстати, по-моему, стал военным хирургом. В Твери сейчас живет. Он сказал, Аленка, у тебя гепатит. Срочно, говорит, иди в больницу. Вот мама нас в таких вот спартанских, скажем, условиях воспитывала. Но при этом и баловала, конечно. У нас всегда все было. Ну, по-якутски вот говорила любимая фраза «Сана коттона, юн коттона, баретон коттон». Вот. Стоит тебе, что надо все в голове продумать, и как только в голове у тебя вся картина сложится, то ты все это сделаешь. Нет ничего такого невыполнимого. Поэтому у меня тоже принцип по жизни, что нет ничего невозможного. В целом, да, я на маму похожа. Я даже кашляла, как она. В 6 классе я выходила в коридор за угол, когда учителя не было в классе как-то, и кашляла, как мама. И все в рассыпную убегали, говорят, завуч идет. А я там вот это вот что-то произносила, а это по звучанию, оказывается, было один в один с маминым. Она говорит, завуч идет, и все прятались в классе. А из-за угла появлялась я. Потом они вычислили. Подражая своей маме, осознанно или нет, но маленькая Лена мечтала походить на нее во всем. Манеры, жесты, поведение – все казалось в маме прекрасным. Однако жизнь самой Любови Иннокентьевны хоть и была хорошей, но все-таки являлась сложной, ведь в ней не было самых главных людей – папы и мамы. Родилась сама вот очень маленьком участке у Солданского района, вот Дюбсинского населения, Беди. Но сейчас иногда про Беди слышно. Там маленькая школа есть, и там и клуб имеется. И там у нас семья Бочкаревых. Девичья моя фамилия Бочкарева была. Я вообще-то одна
в 45 году поженились только молодые, мои мама и отец. Им было 19 лет. Отца забрали на войну, на японскую войну. Там он немножко послужил, потом война окончилась, он обратно приехал, и, видимо, мне кажется, он заболел тифом брюшным. Оттуда же все болели же. И где-то он здесь, в городе Якутске, он ждал, когда будет теплоход через речку. И он несколько дней провел там в Даркалахе. И там, говорят, люди сырую воду пили, там ждали, там вообще есть нечего было. Ну. И он заболел, его забрали оттуда прямо с берега в больницу, и там он умер. Похоронен где-то здесь, в Якутске, и никто не знает, где он похоронен, потому что не могли найти. А мне было в то время где-то 6 или 7 месяцев. Он знал, что я родилась, но не увидел. Вот мама в 19 лет, где-то в 20, уже вдовой стала. И потом вышла замуж, когда мне было 5-6 лет. Появился мужчина в доме. Она вышла замуж, она родила девочку, умерла. Вторую девочку родила, умерла. Они в маленьком возрасте. Ага. Я вот от отца единственная, и бабушки, дедушки, для них я единственная. Потом 2 мальчиков родила мама. Они вот взрослыми умерли, конечно, да. Еще потом 1 девочку она родила, и после этого она умерла. Вот говорили мне, я слышала, как разговаривали, ей вообще не запрещалось рожать, и она родила, и после этого у нее вообще процесс пошел, и она умерла. Но мои дедушка и бабушка не отдали меня, оставили себе. У меня было 2 бабушки и 1 дедушка. Они вообще меня никому не давали. Сами воспитали, и до получения диплома они были живы. По маме у меня дедушка и бабушка были, а по отцу бабушка одна. Причем, я так понимаю, они были преклонного возраста, Да. но при этом они ее очень хорошо воспитывали, они за ней очень ухаживали по Да. тем временам, да? Вот когда она болела, они ее на быках за 10 верст возили в эту Дюксю, На телегах за 12 километров меня чтобы ребенку поставили 1 укол. возили, пенициллин И ставили. так каждый день, да? Потому что моя мама умерла от туберкулеза. У нее очень активная фаза была туберкулеза, а мы жили в Балаган. Летний дом. Мы зимовали там. Да. И Земляные полы. Земляные полы, окна из льда. До 10 лет жила в таком доме, да. И мама тут у меня умирала, и вот ширму из материала сделала бабушка, и нас огородила, как будто от этого, да. И мы к ней не подходили, как берегли, но все равно я болела в детстве всякими этими бронхитами и так далее. Меня сразу в больницу ложили, лечилась, я помню, и мне конину стригали, и каждый день как лекарство меня кониной кормили. И потом сливки из-под сепаратора давали, вот такой стаканчик полный давали, и мне обязательно вот от туберкулеза говорят. Потом я выросла, сирота же была тогда, да? Меня даже в интернат не брали, потому что у меня бабушки, дедушки, дедушка, он очень трудяга был, и бабушка тоже, у них там по 5-6 коров, по 2 свиньи. Короче, они не бедствовали. Потом я с сверстниками ходила в школе, да, в школу. Я вообще была очень хорошо сытая всегда. Хорошо, лучше всех одетая. У меня все было, что надо. И даже чего нет, доставали из города.
Дедушка забивал корову осенью, брал тележку или лошадь на лошади и возил в Якутск, продавал мясо, свинину, говядину. И на эти деньги покупал там материал тюками, и меня одевали. Бабушка хорошо шила, она обшивала всю деревню. Там эти ватные штаны, телогрейки, даже мужские костюмы шила. И я помню все время бабушкам, женщинам поселка, когда выборы, это же праздник для них, она шила новые платья. И себе обязательно на выборы шила платье. Вот она и шила, я все время стою и помогаю ей. И вот я тоже научилась шить. Но единственное, к чему бабушка меня не научила, да, к плите вообще не подпускала. Я даже суп варить, когда выходила замуж, я суп варить не умела. Меня муж научил суп варить, там, пельмени делать. Вот, поэтому в нашем доме нету культа еды. У нас до сих пор нет культа еды. В нашем детстве прием пищи был строго по времени. Когда все садимся за стол, никто с пряниками по комнатам не ходит. Ага. За столом поели, все крошки убрали, все Да. в холодильник положили. Больше до стола никто не садится. Так, придерживаясь строгого, но вполне классического воспитания, росли все дети в семье Ивановых. Но это было потом. А пока молодые Люба и Меркурий только-только повстречались. На первом курсе нас отправили в Хандыгу на картошку. Ехали в трюме Михаила Светлова. Так, они второкурсники, мы первый курс. Мы с косичками. Мой муж тогда уже он из армии. В армии он 3 или 4 года служил. Мы думаем, что они это старики. Ну, там я не обратила внимания на него вообще. Потом в тюрьме сидим мы со своими одноклассниками, вот одноклассницы, 6 человек, которые поступили. И режемся в карты. Потом одна заходит и говорит: Люба, пойдем там, очень интересный человек стоит. А я играю: ну пойдем. Ну ладно, пошли на палубу, вышли. Оказывается, этот теплоход остановился в Крест-Халджае. Там народ стоит, уже теплоход встречают. Потом я стою, но безразлично смотрю, какой интересный, где интересный человек. Вот, говорит, стоит. Я посмотрела, он ко мне не подходил, он издалека. Другие парни ко мне подходили. Потом переезжаем, практика закончилась, переезжаем в 5-й корпус в этом Сергеляхская 2. Рядом в комнате оказался вот этот интересный человек. И давай начал за мной бегать. И мои соседки, девушки говорили: ой, он какой хороший. Имя-то интересное — Меркурий. Вот старшекурсники составляют график дежурства по коридору, они ставят меня с ним. Сватают, видимо, да? Ну, а я стою, он мне даже тряпку не дает. Все сам делает. А я стою там рядышком. И называется, я дежурила. Так бегал 2 года. На 2-й год все-таки женился. Он все умеет делать. Стряпает. Думаю, оказывается, хороший человек. Если я за него выйду, я ничего делать не буду. И стряпать-то не умею. Меркурий, на год раньше Любы, окончив высшее учебное заведение, отправляется на родину, в Оленёкский район, где начинает работать учителем якутского языка и литературы. Позже к нему приедет и его молодая супруга. Ну, дедушка на 5-м, когда курсе я училась, он умер. Так? А бабушка мне сразу сказала: куда поедешь, с тобой поеду. И она полетела со мной в Оленёк. А было ей сколько лет? Ну, за 80 где-то 5-6 было. Но старушка боевая была, она не болела. Она впервые на самолете летала. И, ну, самолеты-то грузовые, вот по краям, Ли-2 маленькие. Я сама кое-как там терплю, да.
Глаза закрою, как сяду в самолет и открываю только, когда прилетаю. Еще долго летят, наверное. Боялась я очень, да? Она ходит, в самолете курит еще. Бабушка. А я одним глазом смотрю, она подходит ко мне и спрашивает, а когда самолет взлетит? Я говорю, мы уже давно в небе. Она думала, как это машина. Даже она не заметила, что ни приземления, ни взлета она не замечала. Вестибулярный аппарат у нее, видимо, очень хороший. Потом мы поехали, она там сразу заболела. Видимо, ее не надо было туда брать. Я не знала, что у нее серьезная болезнь. И поэтому там уже прогрессировала болезнь. Я ее уже через год весной отправила обратно. И она в мае месяце уже умерла. Это распутица была. И я не могла прилететь. Там же самолеты иногда летали. Ага, и потом она сама запретила. Говорят, ходила, всю посуду свою убирала в больнице. Сказали, врачи-то знали, что она вот-вот, да? И сказали, позовем, давай дочку Любу. Телеграмму отправим. Она сказала, ну что, думаете, я умру, что ли? Я не умру. И вечером умерла. Вот. Вот такая была боевая бабушка. И до этого возраста она коров держала. Ну, первая дочка у меня Италина. За ребенком тоже он смотрел. Я вообще ни за кем не смотрела. Я в детстве сама всегда все время ребенком была. Как пеленать, как кормить, все он сам делал. Потом появилась девочка. Вторую дочь назвала именем мамы, Елена. Ну, почему-то все там Алена, Аленушкой звали. Она сама маленькая бегала, 2 года была. Я мальчик, я Алеша. Потом сосед, вот, дедушкин там, Оленевский, дедушки сосед говорит, переходит к ним и говорит, вот Меркурия мальчик бегает, стрижка короткая. Штаны ватные. Из хаки делаю костюмы, чтобы грязи же много. Все Игрушка, пистолет. И она говорит, мама, я иду на войну. Все фильмы про войну. Ага. И очень хотелось защищать Родину. Она, потом я говорю, ой, я не отправлю тебя, не отпущу. Она говорит, я силой уйду. Третья дочка у меня не родная. Вот я сказала, что у меня 2 брата родились от другого, от отчима. Первый старший брат женился, у него 5 детей. Когда мать, жена его родила 5-го ребенка, она, заболела. Она долго лечилась, ей операцию на сердце делали, а ребенок 2 месяца лежал в роддоме. Потом он мне звонит, ты хочешь брать? Я же работаю, я завучем работаю, мне вообще некогда даже за своими этими смотреть. Ага. И говорит, возьми на 1 год, потом мы обратно заберем. Я ему условие поставила. Я за один год этого ребенка полюблю и от сердца не оторву. Давай мне, у тебя детей много, дай мне вообще дочку эту. Он мне перевез этого ребенка 2-месячного. Смотрю, хорошенькая девочка. А мы помним, тогда же были телефоны стационарные, и вот эти вот переговоры, они как-то недомолвками, детям-то не говорят, разговаривают, но мы-то мельком где-то урывки разговоров слышишь, все, и мы уже были в таком радостном возбуждении, что что-то намечается. Ребенок, ты слышала, как у нас будет ребенок? Взяли и называли именем его матери, Анна. Вот. Так что дедушка с бабушкой тоже ее переняли. Анна же. Бабушка она хорошая была наша. Вот Анна Меркурьевна. Она у нас с детства Аннушка. И даже когда в школу пошла, она в тетрадке подписывала Ивановой Аннушки. Потом ей объяснили, что Аннушка не надо писать. Но сейчас ей уже
она младше меня на 10 лет, ей уже за 40, да? Ага. Весь Оленек ее знает уже как Аннушку. Да. Когда мы общаемся, и уже мои новые родственники со стороны мужа, они все ее тоже называют Аннушкой. Но она хорошенькая была такая девочка, Да. ее весь поселок любил, ее любила вся школа, потому что мама всегда на работе, и мы ее вот таскали с собой в школу. Девочкам говорю, на танцы хотите в школу, возьмите ее с собой. Вот с ней и ходят на танцы. А мы приходим с ней в школу, и все, мы ее не видим. Все с ней тетюшкаются, все ее таскают на руках. И вот пока вся школа ее вот так вот не перетаскает на руках, у нас и дискотека заканчивается. Все замечательно, возвращаемся домой. Да, так что это она школьный Такая ребенок. народная, да. Но она при этом с детства тоже знала, что Да. у нее вот Света – это ее мама. Ну, потом я слышала, что эти такие приемные дети, потом, когда в возрасте, в этом подростковом возрасте узнают, они все, всякое творят. Я потом подумала, и надо ее настроить заранее, когда она пока глупенькая. И когда она была маленькая, ну, где года 3-4, я познакомила ее с мамой, тогда она была жива. Да, мы летом встречались всегда. Мы встречались, приезжали к ним. Вот она мама, я мама. Пусть будет тебе, две мамы у тебя, две. И вот так и росла, но она знала. Старшая дочь Айталина пошла по стопам мамы и стала учителем французского языка. Младшая Анна выбрала сферу экономики, а Елена, получив специальность преподавателя русского языка и литературы, находилась в поисках себя довольно долго. А мы с мужем учились вместе. Правда, он пришел к нам на 2-м курсе, уже отслужив в армии. Вот. И со 2 по 5 курс мы с ним учились благополучно вместе в одной группе. И поженились. Он сам с Нюрбинского, тогда еще района, да, называлась Нюрбинский улус. В 93-м мы поженились. В 94-м году, в феврале, у нас родилась старшая дочь Инна. На год я уезжала все-таки в Оленек, пережить свою декретность. Потом уже с ребенком на руках я, оформив декретный отпуск, отработав год в школе, я уже вернулась в Якутск, где мой муж на тот момент работал в редакции газеты. Это настолько он стабильный человек, что он всю жизнь работает в доме печати, в одной и той же газете. Эта газета могла менять название, редакторов, а он все сидит в этой своей газете «Якутия». А младшая дочь у нас родилась только в 2002 году. Я приехала в город, конечно, кто меня знал, никто меня не знал. Куда мне идти работать, неизвестно. Еще у меня ребенок маленький. А ребенка в садик устроить – это тоже проблема. Она была и тогда, она есть и сейчас. Да? А чтобы устроить ребенка в садик, я подошла к заведующей. Она согласилась взять ребенка моего в садик при условии, что я устроюсь на работу воспитателем. Я, конечно, пошла, согласилась и ровно год отработала воспитателем подготовительной группы, которые на тот момент оставались без воспитателя. Ну и через год я пошла искать работу. Тогда не было телефонов, тогда не было интернета, тогда не было... Ну, ничего не было. Это надо было просто привести себя в порядок и во всей красе предстать пред очами тех людей, которые могли бы тебя взять на работу. Ну, я встала на проспект Ленина и просто пошла, стучась во все двери. Конечно, меня никто не брал. Потом я развернулась и где-то на 3-й день уже пошла по улице Орджоникидзе. Так, плутая по улицам Якутска, судьба привела нашу героиню на радиостанцию. Абсолютно незнакомая доселе деятельность приглянулась Елене, и она с головой окунулась в новое и неизведанное. Научили управлять этим микшером, говорить в микрофон, включать музыку. Я немножечко так вот постажировалась. Знакомилась с людьми, приходила, садилась, и строго в назначенное время я вырубала эту российскую вещание, канал этот, включалась со своей музыкой, со своим голосом и читала всю рекламу, которую мне дают. Так я посидела, почитала. Потом уже 30 декабря 1997 я вышла первый раз в эфир. Уже, там же, где рекламу читала до этого, но уже на якутском языке вышла.
и объявила всем о том, что вот, ребята, мы начинаем вещание, у нас появляется с вами новая FM-радиостанция на якутском языке. Мы пока не знаем, как это будет, что это будет, но это будет. И меня уже услышали, кто-то ехал в машине, поймал, сразу пошли звонки, люди очень обрадовались, меня это воодушевило. Я ему сказала, что да, все идет на ура, все хорошо. Ну и закрутилось. Я очень горжусь этим детищем. Это был очень яркий, насыщенный, хороший год, когда мы уже поставили, раскрутили маховик. И сейчас уже Виктория Саха, не надо никому объяснять, что это, где это. Сделав себе имя, Лена Григорьева-Меркурьева пошла дальше. Много лет жизни посвятила государственной гражданской службе в Министерстве сельского хозяйства, а затем и в правительстве республики. Сегодня наша героиня, открыв центр копирайтинга, посвящает все свое время любимому делу – написанию различных текстов. Ну и в конце концов появилось время на творчество. Сегодня я в прекрасном статусе, беззаботном. Я оформила пенсию, потому как настолько удачно сложились обстоятельства, что у меня не только закончился трудовой контракт, у меня подошел возраст, мне исполнилось 50 лет позапрошлом году. Пока отдыхала, выучилась еще на курсах повышения квалификации, потому что как бы не привыкла время терять в холостую. Вот. И на графического дизайнера я пыталась выучиться много лет уже, но все не было времени. А сейчас я наконец-то выучилась. В арсенале Елены есть еще и другие увлечения. Это и стрельба из пневматической винтовки и пистолета. Это и выступления в роли конферансье на различных концертах. Это и рукоделие. Свободно-ходовая стежка, это пэтчворк, да, хорошие хлопковые ткани. Это уже и не такое, что раньше я мужу как бы лукавила, говорила, что я вот из старых вещей что-то выдергиваю, шью, да. А сейчас я ворохами покупаю, конечно, новые ткани, режу их на кусочки. Он, конечно, местами этого не видит, не догадывается, наверное. Ну, вот так вот. До поры до времени многие также не догадывались и о других талантах Елены, которые, кстати, ей передались от папы, отлично игравшему на аккордеоне. В последние годы наша героиня вместе со своей подругой проводят творческие вечера-квартирники, где поют песни под гитару, в том числе и свои авторские. Отпусти меня, отпусти, как неумную странную птицу, что попала когда-то в селки и успела с полоном смириться. Я прошу тебя, переверни жизни прожитую страницу, путы шелковые разорви. Я тебе постараюсь не сниться, я тебе обещаю не сниться. Дочки Елены, к слову, тоже владеют игрой на музыкальных инструментах. Старшая Инна, юрист по образованию, играет на саксофоне. Младшая Люба, экономист, играет на скрипке. Обе серьезно занимались танцами. Так что строгое классическое воспитание получили и они, так же, как и мама. А вот их бабушка, Любовь Иннокентьевна, помнит свою маму расплывчато. Рано лишившись материнской любви, образ мамы в ее душе хоть и теплый, но, к сожалению, очень далекий. Я маму всегда все время помню больной. Просто мы ее жалели, что она такая больная у нас. Ну, как будто я уже знала, что она ее не будет. Я мечтала, чтобы она подольше жила. Но она вообще больная была. Она просто так сидеть и лежать только могла. Ее мой дедушка брал вместе со стулом, брал и на улицу на свежий воздух, потом вечером ее обратно. Вот в таком состоянии она, год-два так жила, и потом попросилась в больницу и умерла. Я хорошо жила, детство у меня было сплошное, счастливое. Вообще не знаю, кроме того, что как мама умерла, а все остальное, все хорошо. Я даже бабушку и я называла, это мать.
А маму мамой. Еще потом, когда в школу пошла, у меня тетя была. Колесова Мария Ильинична. Она и Завинтина. Вот она была для меня мама. Мама наша оптимист, нам это тоже очень нравится. Она всегда и пошутит, она очень хорошо разбирается в политике, всегда следит за новостями, человек очень информированный, никогда не скучает, у нее прекрасная компания друзей. Нам хорошо, когда хорошо маме. Поэтому нам нравится угадывать мамины желания, дарить ей подарки, составлять ей компанию. Так что это очень хорошо, когда мама есть, когда она весела, здорова, это спокойствие, это уверенность наша. Мама маяк, мама это стабильность, мама это что-то непререкаемое, несгибаемое, вечное. Сильный и уважаемый педагог Любовь Иннокентьевна Иванова всю жизнь посвятила школе. Работала и завучем, и директором школы в далеком Северном крае. Несмотря на то, что в силу своей работы, будучи учителем французского языка, она объездила пол Европы, лучшего места, чем ее любимый Оленёкский район, она так и не нашла. Ведь именно это место подарило ей работу, мужа и семью. А образ родной мамы всегда с ней, в ее душе и сердце, ведь она ее ангел-хранитель. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.